трагедия недавно. Все, без исключения, в этом уверен, очень близко приняли это к сердцу. И, конечно же, таких из ряда вон выходящих историй у нас в дальнейшем не может быть. Мы просто себе этого не можем позволить. Что касается работы образовательной организации, конечно же, такие разговоры идут. За месяц до этого трагичного случая в данной образовательной организации у нас находились представители, в том числе Армавирского госпедуниверситета, и проводили соответствующие беседы с учащимися на предмет буллинга и травли в школе, на предмет того, как на это надо реагировать и педагогическому сообществу, классным руководителям, школьным психологам и, соответственно, конечно же, детям. Да, скажем так, вот я не помню, в тот же день, или, может быть, за день до этого, были представители органов исполнительной власти в этой школе, и, вот что самое удивительное, даже в этом классе. Да, и мы понимаем, что это все равно не явилось панацеей, этот случай, он все равно случился. То есть, конечно же, это большая воспитательная работа. Это большая воспитательная работа психологов, руководства образовательной организации, всего педагогического сообщества, но все мы понимаем, что ключевым фактором в данном случае, конечно же, все равно, что бы то ни было, также является и семья. Да, и мы понимаем, что зачастую, конечно же, сложно бывает обратить внимание на те или иные процессы, которые происходят. То есть мы можем сказать, нету никаких, скажем так, факторов, на что бы родитель и педагог должен был обратить внимание. Да, у нас сейчас соответствующие органы разбираются в данном инциденте. Министерство образования не является органом дознания и следствия, но вместе с тем, конечно, уже по результатам, скажем так, тех или иных моментов мы тоже подключимся к этой работе. В данном случае система образования призвана играть на опережение, чтобы таких фактов не происходило. Мы понимаем, что зачастую психолог может так или иначе остаться наедине с этими проблемами. Вместе с тем у нас в республике функционирует, скажем так, метод объединения психологов, но нету, я в этом признаюсь, конечно же, нету концепции работы психологов в школе. Более того, у нас есть малокомплектные школы, и согласно типовым штатным расписаниям, психолог, он, такая штатная единица в этой образовательной организации не предусмотрена в силу, условно, малого количества обучающихся. То есть это тоже нормативные документы, которые у нас в республике есть. Но мы понимаем, что с течением времени на первый план все-таки у нас отчасти, не отчасти, а в целом выходит воспитание, воспитательная деятельность. Я более чем уверен, что в этом вопросе нам, конечно же, помогут и в том числе советники директоров по воспитанию. Мы на сегодняшний момент продумываем, я говорил об этом, концепцию работы психологов в образовательной организации. Мы обсуждаем на данный момент времени создание в образовательных организациях школ примирения. Мы понимаем, все мы люди, есть конфликты в образовательных организациях, как между педагогическим сообществом, так и родительским, но все мы люди. Это было и наверняка это будет, но, скажем так, формат выхода из этих конфликтных ситуаций, он должен быть проработан. Повторяюсь, мы обсуждаем создание школ примирения, которые бы занимались теми или иными конфликтными ситуациями. Мы продумываем создание дорожной карты по психологической службе помощи. В первую очередь, конечно же, обучающимся. Есть замечательное сообщество психологов Российской Федерации. Мы буквально вот вчера, скажем так, с представителями данной организации тоже общались. Коллеги с большим удовольствием готовы сотрудничать с Южной Осетией и оказывать как методическую, так и посильную помощь, скажем так, в работе
психологической службе, так его назовем. Да. Но это как бы все равно не панацея, это не выход из тех проблем, которые могут быть в целом. Большая комплексная работа с привлечением, скажем так, других профильных ведомств.